Работа по тушению лесных пожаров в Коми в прошедшем сезоне отмечена на федеральном уровне как безупречная. 9 крупных пожаров. Локализация на первый-второй день. Без привлечения дополнительных сил. Впрочем, и погода была на нашей стороне. Предстоящее лето, согласно метеопрогнозу, будет для огнеборцев куда жарче. Первые возгорания ожидают уже в конце мая. В июне и июле самый высокий класс пожароопасности. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах климатической нормы. Осадки близки к средним многолетним значениям. Пожарная опасность ожидается высокая, 4-й и чрезвычайно высокая, 5-й класс пожарной опасности. Август тоже не выделяется по прогнозу из ряда этих месяцев летних. Второй сезон руководству республики удается решить вопрос своевременного федерального финансирования. Последние годы это было проблемой номер один. Тушить в кредит не придется. А благодаря увеличенной сумме лесопожарный центр усилит штат сезонных сотрудников. В муниципалитетах сформированы добровольные дружины к защите зеленых богатств и населения от огня, готовы и лесничество. В Каркировском лесничестве у нас лесничие, помощники, 12 человек. Инженера – это все руководители тушения лесных пожаров, которые смогут организовать тушение лесного пожара непосредственно на пожаре, разместить людей, технику, указать, где пахать, где создавать противопожарные разрывы. Пока не удается наладить оплату питания и страховок участникам пожаротушения за счет бюджетных средств. Переговоры ведутся с Рослесхозом и Министерством финансов. Впрочем, заместитель председателя правительства Коми гарантировал, эти расходы в любом случае будут возмещаться. Хотя эти вещи все равно решаются и решались, но они не находят законодательного решения, хотя речь идет не о каких-то гигантских средствах, а о простой, элементарной, будем говорить, я бы даже сказал, культуре ведения работ по защите лесов. Остро стоит проблема оснащения лесничеств автотранспортной техникой. Последняя централизованная закупка проводилась в 2015 году. Сегодня необходимо 118 автомобилей повышенной проходимости. Это 120 миллионов рублей. По моему мнению, эти затраты вполне обоснованы, и они должны быть профинансированы, если учитывая, что только по лесопожарному сезону мы имеем ущерба более 100 миллионов. Синоптики считают, что процент природных пожаров в отчетах завышен. Грозовые явления сопровождаются порывистым ветром, который как раз и раздувает непотушенные или горящие в небезопасных местах костры. А потому профилактической работе с населением следует уделить больше внимания, высказал свое мнение главный метеоролог Коми. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.